У моей дочери чрезвычайная ситуация, которую нельзя отложить. Я почувствовал необходимость поделиться чем-то особенным, посланием, которое я получил непосредственно от Бога. Важно быть внимательным, ведь уже через 3 часа в вашем путешествии произойдет что-то необыкновенное. Не стоит недооценивать то, что я хочу сказать. Будьте готовы принять это божественное откровение с распростертыми объятиями и без колебаний. Бог послал это послание как знак приближения финансовых благословений. Сохраняйте свою веру непоколебимой, потому что скоро все станет ясно. Наступит переломный момент, и ваша жизнь улучшится. Это обещание Божие, которое нельзя игнорировать. Я обещаю быть с вами в молитве, чтобы увидеть, как происходят чудеса. Его рост и усилия не пропадают даром в глазах Бога. Он знает все и готовит вам глубокую награду. Будьте осторожны и используйте это время как свидетельство божественной силы в вашей жизни. Не бойтесь перемен, потому что они соответствуют более высокому уровню. Ваше принятие важно в этот момент откровения, потому что вы были избраны для получения этого благословения. Слава Богу, что каждое испытание укрепляет вас морально и духовно. Всегда помните, что источник вашей силы в Создателе. У Него на тебя большие планы, так что не сдавайся. Доверьтесь своему пути и ждите чуда. За кулисами Бог открывает для вас особую дверь. Всегда сейте семена добра, потому что они пожнут плоды. Помогите распространить Слово Божие и распространить любовь и сострадание по всему миру. Ваша щедрость не подведет в глазах Создателя. Покажите свою любовь и благодарность в комментариях, сказав: «Божественная любовь ведет меня». Я хочу, чтобы ты знала, мое дорогое дитя, что ты покрыта вечной и божественной любовью. Эта любовь постоянно, независимо от того, где вы находитесь и с какой ситуацией сталкиваетесь. Моя преданность тебе непоколебима, несмотря на физическое расстояние и трудности. Не сомневайся в моей любви к тебе. Я всегда здесь, готов ясно и недвусмысленно выразить свою любовь. Ничто не может отделить тебя от меня, потому что я преодолел все препятствия, чтобы ты был окружен вечной любовью. Не беспокойтесь о том, что люди будут судить вас несправедливо. Двигайтесь вперед с уверенностью, получая любовь и доброту, которых я заслуживаю. Не позволяйте негативным голосам мешать вам получать божественные благословения, которые приходят на ваш путь. Помни, что твое счастье и радость во мне. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что у вас есть варианты. Не отчаивайтесь. Вместо этого поднимите руки к небу и поблагодарите за мир и радость, которые приходят на вашем пути. Ваше счастье – мой приоритет, и я здесь, чтобы направлять и защищать вас. Идите вперед с верой, улыбайтесь, будьте счастливы и смело встречайте трудности. Ты не одинок в этом путешествии, потому что я, твой могущественный Бог, всегда рядом с тобой. Твой Небесный Отец, который так тебя любит, будет рядом с тобой в трудную минуту и не даст тебе утонуть. Мои слова не пусты, они трудолюбивы и всегда держат свои обещания. Если я скажу, что вы победите, верьте и двигайтесь вперед со словами, которые укрепляют веру, а не с негативом, приносящим страх и сомнения. Цель этого послания – придать вам силы и вдохновить, наполнить вас смелостью и исключительностью.
Независимо от того, со сколькими проблемами вы столкнетесь, они никогда не победят вас. Несмотря на тревожные новости, оставайтесь твердыми в своей вере, зная, что последнее слово остается за мной, и ваши усилия будут благословлены. Поэтому я прошу с любовью и властью окутать себя этим одеялом любви, которое приносит покой, формирует эмоции и меняет мысли. Эта любовь есть и будет вашим величайшим подарком. Найдите покой, чтобы противостоять жизненным бурям. Я хочу видеть улыбку, озаряющую твое лицо. Хочу видеть твои слова благодарности, заразительную радость. Подумайте об этом, признаете ли вы и цените мою любовь. Ответьте им честно. Я здесь, чтобы дать вам душевное спокойствие. Обещаю залечить твои раны, нежно держать твое сердце и эмоции в своих руках. Я обещаю заботиться о тебе, защищать всей своей любовью и окутать тебя любящими объятиями. Слова, звенящие в ушах, теперь обладают силой снять боль. Знай, что моя любовь к тебе безусловна, дитя мое. Неважно, прошли ли годы, и твои волосы поседели, или твоя кожа выглядит несовершенной, моя любовь и защита к тебе никогда не изменится. Доверься мне и положись в мои руки. Тебе ни о чем беспокоиться, потому что со мной ты в безопасности. Святой Дух наполняет вас любовью и добротой, меняет ваше существо и обновляет ваши мысли, слова и убеждения. Вы почувствуете себя полностью обновленным. Мои слова укоренились в вашем сердце и укрепили вашу веру. Я слышал, как она плакала, и видел боль в ее сердце. Каждый раз, когда он чувствовал усталость, я бросался его защищать. Вы сталкиваетесь с неожиданными проблемами и сталкиваетесь с неблагодарными людьми, которые пытаются выместить ваши разочарования. Я предан им. Удивительно, как он смеет смягчать слова, когда ничего не понимает. Они так далеки от меня, что не могут увидеть свою истинную силу даже воочию. Они не знают, что ты под моей защитой. Даже если они сговорятся против вас, они не увидят вашего поражения. Я, Отец, разберусь с теми, кто пытается разрушить вашу жизнь, и устраню всех, кто пытается разрушить вас. Темные силы, которые видят в вас легкую цель, осознают вашу истинную силу. Знай, что теперь ты в безопасности под моим руководством. Зло не победит тебя. Война принесет беду и плохие новости. Те, кто отрекается от меня, будут ходить во тьме. Но смиренная душа и истинная вера, подобные вашей, преодолевают все трудности. Оно приходит не с материальным богатством, почестями или мирской властью, а со Святым Духом, божественным источником вечной жизни. Очистите свое сердце и укрепите свою веру. Пройди день спокойно, ведомый моей сильной рукой, защищенный от невидимых угроз. Никакое злое заклинание не сможет достичь вас. Проповедуйте эти слова убедительно и всегда близко к сердцу. Я покрыт силой крови Иисуса. Ничто злое не может приблизиться ко мне, мое дорогое дитя. Я приглашаю вас держать меня за руку и последовать моему примеру в новом путешествии, полном благословений, чудес, радости и драгоценных моментов. Вы столкнулись со многими битвами, и теперь пришло время расслабиться, оставить все свои заботы позади. Запишите мысли и страхи, которые лишили меня радости, мира и доверия, которые вы мне оказали. У каждого сезона жизни есть цель,
и вы знаете, как действовать. Я понимаю, что бывают моменты мужества и покоя, когда можно укрыться в объятиях и поверить в свой путь. Успокойтесь, отложите на время тяжелые задачи и позвольте себе зарядиться энергией вместе со мной. Вставай, когда будешь готов, я буду вести тебя, я покажу тебе путь благословения. Я буду рядом с тобой, когда ты начнешь все сначала. Я дам тебе силы справиться с трудностями, а когда ты достигнешь вершины, мы отпразднуем это вместе. Ваши самые сокровенные желания исполнятся, прольются в вашу жизнь, как освежающий дождь на жаждущую землю. Это новая дорога, и только мы с тобой сможем пройти ее вместе. Если ты пытался осуществить мечты, которых не видел в своем сердце, теперь ты понимаешь, что я тебе нужен. На пути много препятствий и опасностей, но у меня все путь красоты. Никакой вызов не победит вас, напротив, это укрепляет вашу веру и радует ваше сердце. Ты видишь все глазами веры и знаешь, о чем я напоминаю тебе каждый день. И если ты веришь, все возможно. Присутствие Бога – мое убежище во всех ситуациях. Вы обнаружите, что враг силен. Они не обладают одинаковой силой, размером и важностью. Они подобны львам, рычащим, чтобы их напугать. Помните, что ваш Небесный Отец всегда рядом с вами, днем и ночью, стоя, как могучий гигант, когда вы выбираете решительность и смелость. Знай, что я здесь, я готов помочь тебе, приди ко мне сейчас, и мы вместе пойдем вперед, чтобы получить твое благословение, уверенные, что моя любовь к тебе останется в твоем сердце. Посмотрите, как я творю чудеса в жизни, экономике и семье, прими мой покой, не грусти. Только верь и верь, ни один враг не должен продвигать или противодействовать моей воле и силе. Не бойтесь боли, ведь последнее слово за мной, я пойду и позабочусь о нем. Планы, которые у меня есть на тебя, не должны быть нарушены, желаю вам успехов, поэтому благословляю вас и помогаю добиться успеха. Приблизьтесь ко мне всей душой вашей, поделитесь со мной своими самыми сокровенными потребностями. Знай, что я не оставлю тебя, я желаю вам всего наилучшего, пока вы укрепляете свой дух и обращаетесь ко мне. Ты мой ребенок, и я дарю тебе новую главу, полную радости, истинного мира и твердой и сильной веры, чтобы без страха противостоять всем испытаниям. Когда тяжелые времена и заботы постучатся в твою дверь, остановись и вспомни эти слова «Я люблю тебя». Я здесь ради мира, счастья и мужества. Могут пройти дни, но ваш внутренний мир и силы останутся непоколебимыми. Жизнь может измениться, но мое присутствие и любовь к тебе останутся. Моя любовь к тебе сегодня – это обещание моей вечной любви, моя милость и благодать в тебе. Поэтому я призываю вас смело идти вперед даже в самых сложных ситуациях и всегда сохранять надежду, что огонь, который я вложил в вас, выдержит даже самые беспощадные ветры. Твоя любовь ко мне и моя любовь к тебе со временем будут только крепнуть. Вам нужно чувствовать себя в безопасности и глубоко любимыми. Смотрите, как я прихожу говорить с вами каждый день и раскрываю чудеса, которые я приготовил для вас, чтобы вы наполнились благодарностью. Это ключ к получению большего количества благословений, которые я даю вам. Он приходит ко мне с молитвой, которую я люблю. Свяжитесь со мной безоговорочно, и я уделю вам все свое внимание. Чтобы показать, что я действительно слушаю,
Я хочу убедиться, что мой план развивается в соответствии с вашими ожиданиями. Я протягиваю руку и прикасаюсь к сердцам тех, кто молился и жаждал. Но, дорогая, все происходит в мое время. Мир и радость вернутся к вам, но вы должны быть терпеливы. Не спеши, используйте свое время и энергию, чтобы сосредоточиться на позитивных вещах. Способность любить остается неизменной, и любовь никогда не покидает тебя. Поиск любви вернется в вашу жизнь. Вы не будете чувствовать себя опустошенным, потому что мой дух наполняет вас. Твое сердце не тяжело, потому что моя любовь приносит утешение. Ты не окажешься в ловушке прошлого, потому что мои заботы освободят тебя. Одиночество, которое вы испытываете, носит временный характер и однажды закончится. Теперь, когда вы получили эту спасительную благодать, ваша жизнь, ваш дом и ваша любовь будут затронуты и исцелены. Я не хочу, чтобы вы продолжали сталкиваться с теми же проблемами. Здесь, в моих объятиях, вы обретете мир, счастье, исцеление и гармонию в своем доме. Вы имеете право на это благословение. Помните мое учение, сохраняйте веру в меня и не смущайтесь. Тщательно выбирайте партнера для путешествия. Не волнуйтесь, я всегда рядом с тобой. Однако будьте бдительны и берегите свое сердце от ложной дружбы, которая может ввести вас в заблуждение и попытаться увести по неопределенному пути. Я думаю, что это правильный путь, поверьте мне без сомнения. Я ответ на ваши проблемы и держу ключ к реальной жизни в своих руках. Если вы пойдете по неизвестному пути, вы потерялись и никогда не вернетесь. Подойдите ко мне искренне и с открытым сердцем. Скажите: «Боже, моя сила среди человеческой слабости». Примите мою любовь и милосердие к вам. Я гарантирую, что вы выиграете на моей стороне. Трудности, с которыми он сталкивается, сильны, но это проявляется в его победах, в его мужестве. Вспомни темные времена, когда ты победил, потому что поверил в меня. Когда ты отказываешься от царства своей жизни. Вы еще не заблудились, так что сохраняйте спокойствие и сохраняйте веру. Я знаю, что иногда сложно просто отдохнуть и сохранить веру, особенно когда кажется, что все рушится и конфликт разрывает тебя на части. А пока, сын мой, закрой свои уши для голоса врага, не утомляйся угрозами страха и неуверенности, иди вперед и доверься моему обещанию. Ты так меня любишь. Прежде чем я оказался в этом мире, я подготовил для вас великий план. Я никогда не оставлю ребенка без помощи. Я заботилась о вас с самого начала. Я здесь. Отбросьте печаль, наполните свое сердце радостью и устремите взгляд на веру, потому что победа неизбежна, и то, что я приготовил для вас, превзойдет все ожидания. Я люблю тебя, продолжай, не сдавайся. Я ваш Небесный Отец, ваш Бог, ваш защитник. Я глубоко знаю ваше сердце и вижу за пределами ваших текущих проблем. Я знаю, что ты чувствуешь, это тяжелая ситуация. Ты можешь верить, что совершил ошибку, можешь чувствовать себя подавленным, но и признаться тебе в моей глубокой любви. Никогда не отказывайтесь от своей миссии, ваша цель остается твердой. Враг неустанно пытался испытать его, но он был полон решимости не поколебать свою веру и мужество. Ты проснешься, я изменю твою жизнь и твое существо, но ты должен принять эти изменения. Не сравнивай себя с другими, я сделал тебя уникальным,
но сильнее, храбрее, мудрее и проницательнее. Я дал в ваши руки важный инструмент для устранения препятствий и расчистки пути силой моего слова и вашей веры, удаляя все отвлекающие факторы и отвлекающие факторы. Послание, которое я передаю вам сегодня, заключается в том, что вы вступаете в новую фазу божественных благословений. Не позволяйте своим чувствам и эмоциям контролировать вас. Не бойтесь и не спешите принимать решения. На случай вымогательства и нытья у меня всегда есть для тебя хороший план. Враг пытался украсть вашу волю к жизни и успеху вашей семьи, поэтому я призываю вас выбирать счастье и доверять мне каждый день. Силой Святого Духа продолжайте верить и помогать другим. Многие разочаруют вас, восстанут против вас, будут говорить о вас плохо и предавать вас, действовать в отчаянии. Естественно, они хватают и уничтожают тех, кто пытается помочь, кусая руку, которая их кормит. Однако не бойся и не грусти, ты поступишь по моему желанию. Когда я помогаю и люблю многих людей, я благословляю их, но многие избегают меня. Но я никогда не перестаю давать и любить. Как дождь и солнце освещают праведных и неправедных, так и ваша сила, мотивация, смелость и обеспечение исходят от меня. Мы продолжим этот путь вместе. Доверьтесь Богу, найдите правду жизни. Дорогая, я заключу тебя в теплые объятия. Я надеюсь быть с тобой завтра, и что все будет хорошо, прошу тебя поверить мне полностью. Если вы продолжите беспокоиться о вопросах, которые задали мне, вы только утомите себя. Держи меня за руку, сейчас я тихо проведу тебя к месту изобилия и покоя. Пусть у тебя ничего не будет недостатка, я стремлюсь наполнить твою душу чистой любовью и нежностью. Не бойся беды, ты сильный, и я буду рядом, не отпущу тебя, не оставлю. Я очень хорошо знаю время хрупкости, и поэтому обращаюсь к твоему сердцу, любимый. Я рядом с тобой, чтобы не потеряться в растерянности и отчаянии. Будет лучше, если ты почувствуешь себя комфортно здесь со мной и отдохнешь. Не беспокойтесь о будущем, не беспокойтесь о направлении мира, сосредоточьтесь на том, что важно, на вашей семье, на вашей духовной жизни. Напитывайте свою душу моими словами и молитвами, будьте добры и сострадательны к тем, кто причинил вам боль, даже если они продолжают преследовать вас, несмотря на вашу щедрость. Поверните другое лицо, если оно атакует снова. Покажите им свою любовь, потому что я отдал свою жизнь своим детям, готовый бороться до конца, чтобы ваша семья могла узнать меня, быть благословленной и наслаждаться свободой. Когда мир находится в шторме и приближается война, не переставайте молиться, записывайте в молитвенник имена своих близких и записывайте свои пожелания. Хотя я понимаю вашу жизнь и мысли, я хочу, чтобы вы проявили свою веру, молясь о том, что важно. Когда тебя окружает множество, вы можете бояться того, что должно произойти, но вам и вашей семье не нужно бояться, потому что я всегда с вами. Вы должны быть готовы. Когда другие боятся, вы видите нечто удивительное. Признаки ясны, время вашего спасения близко, но вы должны молиться, верить, терпеть и жить полной жизнью. Не бойся будущего, верь в мои обещания, ведь я могу добиться всего. Спасибо за твою любовь, Экса, и твоя любовь тоже, потому что она согревает мое сердце.
Презирайте лжецов, держитесь подальше от сплетен, не слушайте чужих суждений, не обращайте внимания на обвинения в свой адрес. Не позволяйте своим чувствам любви мешать тому, кто думает, что они лучше и праведнее вас. Встаньте и примите свою истинную сущность. Любимый, прощенный, спасенный и измененный ребенок, полный смирения, радости, силы и удовлетворения. Не волнуйся о прошлом, ты попросил прощения и смирился, и я все контролирую. Я победю тех, кто противостоит тебе, тех, кто пытается тебя сломить, тех, кто завидует продолжению моей благодати и благословений в твоей жизни. Несмотря на твои прошлые ошибки, они не знают, что ты сожалеешь, что ты открыл мне дверь своей души, что ты пошел раньше меня, что ты решил любить меня и довериться своему плану. Спасение, здоровье, процветание и благословений я желаю тебе. Процветание, которое я даю вам, не принесет лишений или рабства, и я удовлетворю ваши потребности в изобилии, чтобы вы могли жить полноценно, независимо от тех, кто может довести вас до отчаяния, украсть вашу свободу и отнять вашу радость. Еще раз вспоминаю, мои слова всегда сбываются, мои обещания тверды, и я не вру. Вы найдете истину во мне, поэтому верьте тому, что я говорю, и не теряйтесь перед лицом вызовов врагов. Погрузитесь в мои учения, чтобы обрести покой и стабильность и избежать путаницы в своих эмоциях. Я твой Бог, твой вечный и могущественный Отец, движимый любовью. Я пришел к тебе, чтобы спасти, защитить и сохранить тебя в безопасности. Это мое вечное обещание. Я люблю тебя, не теряй сердца. Чудо, которого я ждал, уже произошло. Вы ждали цели, имея в виду конкретную цель. Я хочу дать вам благословение и вооружить вас видением и знаниями для достижения великих целей. Ваше путешествие уникально. Мой жизненный план предназначен именно для вас. Пишу каждую молитву, я чувствую себя ближе к сердцу Бога. Не беспокойтесь о том, как я благословляю других или сравниваю ваши пути с их. Я здесь, чтобы благословить вас и укрепить ваш талант. Вам суждено добиться успеха и стать источником благословения для многих. Моя решимость тверда, и все, что я даю, направлено на его благо, рост и вечную радость. Я прошу вас каждый день преклонять колени в горячей молитве, чтобы вы знали, как важно искренне молиться перед лицом испытаний. В битве с врагом победа может быть достигнута верой. Я дрожу от звука твоей веры. Сохраняйте свою веру и свой дух, уходите от тех, кто презирает вас и сомневается в вас. Вы не из тех, кто легко сдается. Помните, что вы не одиноки в своей борьбе. Я всегда буду с вами и поддержу вас в минуты слабости. Поверьте мне и не бойтесь, я ваш защитник, опекун и опекун. Мне важно все, что вам дорого, в том числе и ваши дети. Продолжайте молиться каждый день, чтобы укрепить свою веру, и вы увидите мощное вмешательство, способное преодолеть ваш страх. Живите верой, что все будет хорошо. Распространяйте мои слова, свет и любовь с радостью и улыбкой, и я подниму вас и залью бесчисленные благословения, которые смутят ваших врагов и избавят вас от страданий. Я даю тебе силу и понимание, чтобы противостоять тем, кто замышляет против тебя заговор. Сегодня я даю вам много благословений и обещаний. Доверься мне, и я буду сопровождать тебя во всех битвах и приведу к победе. Не бойтесь тех, кто вас отверг.
Укреплите душу, разум и тело, чтобы благодарность другим не угасла. Ты заслуживаешь настоящей и вечной любви, и это то, что я тебе даю. Не разочаровывайтесь теми, кто дарит вам любовь. Интересный. Поверьте мне, потому что я с вами, готовый привести вас к миру и воплотить ваши мечты в реальность. Господь, мой якорь среди волн жизни, комментирует: если вы не сделаете выбор, вы потеряете надежду, что усложнит вашу жизнь. Но сегодня вы освобождаетесь от этого ига. Вы больше не зависите от одобрения людей этого мира, чтобы почувствовать свою ценность. Вы не расстраиваетесь, когда вас игнорируют или когда люди пытаются обвинить вас в собственных ошибках. Я разорву все цепи, которые сковывают тебя, будь то дух или эмоции. Я освобождаю тебя от силы зла, воспользовавшейся твоим доверием. Ваши противники могут маскироваться под персонажей. Милосердный, моя цель не забирать то, что принадлежит вам. Ваши мирские блага для меня не важны. Я хочу, чтобы ты жил без печали и без отчаяния. Если вы будете следовать моим учениям, примите мой план для вас и терпеливо ждать ближайших благословений, вы обретите истинное мужество и радость. Кроме того, я не хочу, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Когда придет время, я приведу в вашу жизнь нужных людей, дам вам нужную работу и открою для вас двери. Я обильно благословлю тебя и спасу из глубин. Я делаю все это для тебя. Все, что вам нужно сделать, это покоиться в смирении и благодарности и сохранять веру в мою любовь и силу. Я сотворю чудеса в твоей жизни, и ты испытаешь огромное счастье. Поверьте, это вас удивит. Приходите ко мне каждый день и сохраняйте свою веру сильной. Я видел твою печаль и слышал твой плач, и твои страдания неизвестны. Даже если ваше отчаяние глубоко, найти утешение во мне – правильный путь. Я могу изменить вашу текущую ситуацию и буду рад вам помочь. Твоя семья сохранится, твоя радость не угаснет, если ты поверишь в меня. Во времена боли и печали никогда не теряешь надежду. Поверь моему обещанию, все наладится, и моя любовь никогда не угаснет. Ваш вопрос должен быть понятен, но не волнуйтесь. Враг может попытаться использовать ваше горе, чтобы разрушить вашу веру и надежду, но я хочу, чтобы вы выстояли, услышав мои слова. Сразитесь со своими врагами и сражайтесь за свою семью, защищайте то, что вам дано. Вы получите благословение и стойко выдержите все невзгоды. Момент победы настал. Доверься мне и иди дальше. Ты не сдашься, ты победишь, поверь мне. Меня волнуют глубокие раны в твоей душе, мысли и проблемы, которые нападают на тебя, даже если это невозможно. Я рядом с тобой, я понимаю твои проблемы и помогу тебе. Пишите с верой в Бога, я знаю, что нет непреодолимых препятствий. Может быть, трудно поверить, что у меня есть для вас идеальный план, но я здесь, чтобы укрепить вашу веру и подтвердить, что момент, день счастья, близок. Вы скоро получите чудесные благословения, которые уберут всю боль и наполнят вашу жизнь и дом огромным счастьем. Этот сложный этап закончится, ты начнешь меняться, и когда печаль исчезнет, ты отчетливо заметишь мое присутствие, направляющее и защищающее тебя. Я открываю глаза твоего духа, чтобы увидеть опасности,
с которыми ты столкнулся на своем пути, но также и знать, что я никогда не оставлял тебя. Даже в самые трудные минуты я рядом с тобой. Знай, что когда ты сейчас услышишь и прочитаешь мои слова, ты выстоишь и будешь жить. Его не одолела боль, и он не был уничтожен атаками мира и его врагов. Мы продолжим бороться вместе, даже если путь будет долгим. Ты вытерпишь, потому что теперь ты уверен, что мой план для тебя верен. Если я показал тебе свою любовь и освободил тебя от многих препятствий, то теперь я надеюсь, что ты будешь бороться с силой и никогда не сдашься. Что бы ни случилось, я люблю тебя. Не закрывай свое сердце. Я добьюсь чего-то необыкновенного в твоей жизни. Поверьте мне на слово с любовью, я с любовью держу свои руки. Всегда и глубокий покой овладевает вами. Печаль, ранящая ваше сердце, исчезнет вместе с бременем, которое она несет. Оставь мрачные дни позади, потому что отныне ты почувствуешь радость и изобилие моей любви. Так что держите свое сердце открытым для меня, позвольте моей любви исцелить и восстановить все аспекты вашей жизни в хорошем смысле. Не закрывайся, позволь моей любви охватить все стороны тебя, коснуться каждой мысли, чувства и сферы твоей жизни. Пусть я буду подобен дождю, который освежает твою душу, вселяет надежду, веру и уверенность. Я понимаю, что сегодня может быть трудно из-за проблем, с которыми вы столкнулись, и боли, которую вы чувствуете. Я понимаю интенсивность твоей боли и то, что иногда ты сдаешься. Кажется, это проще, но я вам говорю, пришло время встать и побороться за свою веру. Я не могу не начать новый день смело и весело. Пусть мой дух работает внутри тебя, залечит твои раны и восстановит твою душу. Помните, что я внимателен к вашим молитвам. Я знаю, что может быть трудно поверить в то, что я сказал сегодня, но важно, чтобы вы поверили. Только тогда я смогу завершить работу в тебе, работу любви, милосердия и благодати, которую никто не остановит, потому что то, что я делаю в тебе, больше, чем ты можешь себе представить. Не стесняйтесь искать меня, следуй за мной в своих битвах и борьбе с уверенностью, что я буду рядом с тобой. Следите за моими обещаниями и держите мои слова. Если вы сделаете это, ваш страх исчезнет и трудности будут преодолены. Знай, что я всегда с тобой, и если вы переживаете трудные времена, как будто вы идете по раскаленным углям, вы не обожжены и не ранены, не будет ни катастрофы, ни страдания, мир и вера, которые я дал вам, устоят. Верьте искренне, и ваши благословения останутся, поэтому не бойтесь идти по пути, который я приготовил, ведь он полон хороших вещей, которые сделают вас счастливыми. Теперь поверьте моим словам, и вы увидите, что они надежны и правдивы, что они могут успокоить самые свирепые бури и рассеять самую густую тьму. Пришло время оставить позади старое бремя и шагнуть в светлое будущее, которое вас ждет. Возьми меня за руку, и я поведу. Ты знаешь, что каждый новый день – это возможность расти, учиться и испытывать жизнь с избытком, которую я обещаю. Когда вы идете со мной, страх перед трудностями – это трамплин, который позволяет вам расти и понимать глубину любви. Напишите «Бог, вдохновение моей жизни, цель и смысл». Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Я – проводник, освещающий ваш путь, прочный фундамент, на котором можно строить свою жизнь.
Двигайтесь вперед с уверенностью, зная, что каждый шаг, который вы делаете в вере, приближает вас к вашим желаниям. Не сдавайся, смотри с решимостью в будущее, на изобилие и счастье, которые я запланировал для тебя с самого начала. Знай, что когда ты окутаешь себя теплом моей любви, ты почувствуешь мой покой, исцелишь свои раны и вернешь себе целостность. Впредь продолжайте идти по этому пути веры, ожидайте успеха, радости, свободы и мира в своей жизни, что докажет вашу вечную любовь к вам. Эта любовь бесконечна, безусловна и всегда доступна. Если тебе это нужно, пусть слова, которые ты услышишь сегодня, напомнят тебе о моей любви к тебе. Мое намерение удовлетворить вас остается непоколебимым. И если вы сбиты с толку, запомните эти слова и вспомните мою приверженность и преданность вам. Это ваш путеводный свет, который приведет вас туда, где мои обещания подтвердятся, где все, во что вы верите, сбудется, потому что в вашей верности я подниму даже малое. Да сохранятся все дела твои, я Небесный Отец, Всемогущий Бог, Создатель Вселенной, Владелец и Правитель всего сущего. Я здесь сегодня, чтобы дать вам руководство и помощь, стать источником благодати и любви, чтобы принести мир и счастье в вашу жизнь. Слушай внимательно, что я тебе говорю, ибо это твое время, все проблемы, с которыми вы столкнетесь, закончатся. Так что продолжайте идти и не сдавайтесь. Я знаю, что ты устал, но тебе нужно сдержаться еще немного. Вы выигрываете битвы и сражения, поверь мне, потому что я могу изменить для тебя любую ситуацию. Поверьте в мое обещание, и ваши проблемы будут решены, ваши долги будут выплачены, ваше бремя облегчится, ваше финансовое положение улучшится, и с моей помощью вы сможете преодолеть все препятствия. Я рядом с тобой, и ничто не стоит на твоем пути, мое обещание так же сильно, как и мое обещание. Просто верь, и я сдержу каждое обещание, которое даю тебе. Всегда помни, что моя любовь к тебе безгранична, и моя сила безгранична. Ты так меня любишь, и я хочу, чтобы твоя жизнь расцветала каждый день, чтобы свет внутри тебя сиял, как утро, и однажды стал больше. Верь в меня, дитя мое, и смотри, как я превращаю твои проблемы в возможности. По мере того, как вы растете и учитесь, ваш тяжелый труд не проходит даром. Каждое усилие и вера, которые вы приложите, принесут обильные плоды, перед вами откроются новые возможности, успех наполнит каждую сферу вашей жизни, будь то материальная, эмоциональная или духовная. Но помни, сын мой, что успех, который я даю тебе, предназначен не только для твоей пользы, но и для помощи менее удачливым. Будьте мудры в отношении того, что вы получаете, потому что, если вы благодарны за мелочи, я обещаю вам больше. Возьмите на себя ответственность слушать и заботиться о том, что я могу предложить. Оставайтесь скромными и щедрыми, всегда готовыми помочь нуждающимся. Позвольте мне направить благословение не только тем, кто меня окружает, но и тем, кому повезло меньше. Сынок, знай, что на своем пути ты встретишь трудности и препятствия, но не волнуйся, я с тобой. Не спешите, когда столкнетесь с трудностями, потому что тогда укрепится ваш характер и укрепится ваше доверие ко мне. Помни, дитя мое, что то, чего я хочу для тебя, выходит за рамки материального. Я благодарю Бога за то, что Он – свет, который направляет мои шаги во тьме, когда я решаю свои финансовые проблемы и выплачиваю свои долги. Мое истинное желание –
поддержать ваш глубокий духовный рост. Пусть наши отношения углубляются, а ваша вера крепнет с каждой победой и испытанием. Ты можешь доверять тому, что я говорю, потому что я не буду смеяться над тобой. Я сдержу свои обещания, свою любовь, и ты можешь быть безграничным, если останешься рядом со мной и поверишь в мои способности. Вы увидите мои благословения во всех аспектах своей жизни. Оставайся любящей и сострадательной, моя дорогая, и будь уверена, что твои финансовые проблемы будут решены, твои долги будут выплачены и твои финансовые заботы облегчатся. Ваше место жительства, ваши дети и дети ваших детей не будут потревожены, ибо я обильно благословлю вас во всех сферах вашей жизни. Так что держите голову высоко и смотрите в будущее с надеждой. Не бойтесь предстоящих испытаний, потому что я буду рядом с вами и дам вам силы и мудрость для их преодоления. Верь, что моя сильная рука на твоей стороне, следуй послушно за мной и верь, что я никогда тебя не оставлю. Ваша жизнь – живое свидетельство моей удивительной заботы, отражающее мою славу вокруг вас. Помните, что благословения, которые вы получаете, исходят не от ваших усилий или достижений, а от моей благодати и любви. Смело идите вперед и доверьтесь моему совету, зная, что я Бог, исцеляющий, выплачивающий ваши долги и делающий ваше дело успешным. Запечатлейте эти слова в своем сердце как напоминание о моем обещании, данном вам. Ты моя любовь, и я желаю тебе много благословений. Эти слова предназначены не только для утешения, но и для того, чтобы вдохновить на жизнь в послушании и верности. Пусть твое сердце будет в гармонии с моим и ежедневно следуй моим указаниям. Сегодня я благословляю вас, объявляю вас свободными от долгов и проблем, восстанавливаю ваше финансовое положение и обеспечиваю успех вашего бизнеса. Верьте, и это произойдет. Не забывай меня, ведь я рядом с тобой. Сегодня я прихожу к вам от всего сердца со словами любви. Позвольте моему голосу глубоко тронуть вас, выслушайте меня и примите мою безусловную любовь к вам. Знайте, что я всегда рядом с вами, разделяя ваши радости и печали, наблюдая за успехами и проблемами и понимая трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Мое желание всегда ваше добро. Даже если ты иногда забываешь меня, я прошу тебя сейчас позволить мне быть частью твоей жизни, сохранить меня в своем сердце и позволить мне переполниться счастьем, благословением и радостью. Будь моей защитой в трудную минуту, как бы долго тебя не было и как бы ты ни просил меня, моя любовь к тебе останется неизменной. Я здесь терпеливо жду и готов войти в вашу жизнь, если вы откроете свое сердце. Что касается меня, в каждом испытании я вижу руку Бога, поддерживающую меня. Я искренне хочу быть твоей постоянной поддержкой, сопровождать тебя в трудную минуту и показывать тебе счастье. Хотя сегодняшняя просьба может беспокоить вас и задерживать наши отношения, позвольте мне занять ваше место в вашем сердце, чтобы выразить вам свою глубокую любовь и сострадание. Своим присутствием в вашей жизни я могу способствовать переменам, залечить ваши самые глубокие раны и дать вам мир, которого вы желаете. Даже если вы столкнетесь с турбулентностью, вам не обязательно сталкиваться с одиночеством. Если вы чувствуете себя подавленным, приходите ко мне и доверьтесь моему руководству. Доверяйте своим страхам, когда сталкиваетесь с трудными решениями, ищите моей мудрости.
Я всегда слушаю твои команды с утра до ночи, каждый раз, даже ночью. Независимо от тяжести вашей ошибки или серьезности вашей неудачи, я ценю ваши молитвы и прощения. Знайте, что вы любимы и ценны. Не позволяй вине или сожалению отнять тебя у меня. Мое милосердие безгранично, и мое милосердие всегда готово приветствовать вас. Вот почему я прошу вас найти время подумать. Не стесняйтесь поделиться со мной своим сердцем. Будущее несет радость, а не печаль. Я знаю, что жизнь может быть сложной, но помните, что я буду рядом с вами и проведу вас к месту мирной любви в нашем совместном путешествии. Я прошу вас дать мне шанс в вашей жизни и позволить мне полностью участвовать в вашем опыте. Не игнорируйте меня, ища сиюминутного удовлетворения в мимолетных удовольствиях. Такой путь приведет лишь к проблемам и разочарованию. Откройте свое сердце мне и позвольте моей благодати преобразить вас. Наполните свою жизнь моей безусловной любовью, миром и радостью, ибо во мне вы найдете настоящую любовь, превосходящую все ожидания. Я никогда тебя не оставлю. Откройте дверь своего сердца и впустите меня. Пусть я буду твоим постоянным другом, твоим прибежищем, твоей силой во времена слабости. Не бойтесь двигаться вперед и не позволяйте ошибкам прошлого преследовать вас. Независимо от того, насколько я потерян или потерян, я здесь, держа любящую руку, надеюсь, что ты откинешься назад и пойдешь со мной в вере, любви и надежде. Возьми меня за руку и иди рядом со мной. Это лучшее решение, которое вы можете принять, потому что вы испытаете неизмеримые благословения моей любви и заботы. Я знаю, что будут времена неуверенности и страха, но знай, что ты никогда не будешь прежним. Я здесь, чтобы осветить путь и направить ваш путь. Я никогда тебя не оставлю. Еще раз прошу моего совета и добро пожаловать. Возможно, вы не слышите мой голос ясно, но вы почувствуете мое руководство в те тихие моменты, когда мое присутствие видно в словах мудрости других или в тихие моменты. Я люблю тебя, дитя мое, и я всегда рядом с тобой, готов любить, прощать и благословлять. У меня есть особое обещание, которое навсегда изменит вашу жизнь. Наслаждайся этим. Сегодня я даю вам обещание, которое тронет ваше сердце и останется с вами навсегда. Это обещание нашей вечной связи, показывающее вам безусловную любовь. Поэтому я прошу вас полностью довериться и отпустить все свои тревоги. Доверьте мне, что я позабочусь о ваших финансах. Действуйте с верой и позвольте благодати действовать во всех сферах вашей жизни. Мои благословения придут к вам неожиданным образом, что позволит вам процветать не только в финансовом отношении, но и в финансовом отношении. Духовно и эмоционально, когда вы доверяете в денежных вопросах, вы позволяете армонии работать на вас и удовлетворять все ваши потребности. Доверьтесь мне и наблюдайте, как перед вами открываются двери возможностей. Готов принести процветание на работе, в бизнесе и во всех сферах жизни. Пусть мои благословения наполнят вашу жизнь успехом и процветанием. Верьте даже в самые трудные времена, и я умножусь обильно. Хотя эта жизнь временами кажется неопределенной, знайте, что я всегда работаю для вас. Не беспокойся о будущем со мной. Поверьте мне, и я гарантирую вам успех во всех ваших начинаниях.
Научитесь ценить каждый момент благодарности. Настоящее богатство не ограничивается накоплением материальных благ. Ставьте приоритеты на соответствие ценностям моего королевства и практикуйте праведность. Доверьтесь мне, чтобы я обеспечил все, что вам нужно, поскольку я призываю вас быть источником благословений, быть щедрым и жить жизнью даяния. В то время как многие вовлечены в постоянную погоню за деньгами и имуществом, создавая поверхностную жизнь, полную страха, ты, дитя мое, не падаешь духом перед лицом трудностей. Верьте в меня даже в самые трудные времена, потому что в те времена ваша вера укрепляется и доказывается ваше доверие ко мне. И если вы столкнетесь с проблемой, позвоните мне, и я подскажу вам, как преодолеть любые препятствия. Я открою путь, который, по вашему мнению, заблокирован, и приведу вас к невероятным возможностям и обогатю вашу жизнь благодатью и благословениями. Так что доверьте свои финансы, мечты и желания моей заботе и наблюдайте, как я благословляю вас за пределами вашего воображения. Помните, что я владелец всего и мой запас не ограничен. Доверьтесь мне, и я проведу ваши путешествия. Я наставлю тебя на правильный путь и приведу в благодатную землю. Я никогда не оставлю тебя, потому что ты мое самое драгоценное сокровище. Помни, что я всегда с тобой как верный товарищ. Мои планы на тебя большие. Иди рядом со мной, доверься моему руководству и наблюдай, как я преображаю твою жизнь и полностью наполняю ее. Я твой Бог, твой Отец и твоя медсестра. Поверьте мне, и я проложу путь к вашему успеху. Пусть это обещание благословения вдохновит и укрепит вашу веру. Дети мои, продолжайте верить и не отклоняйтесь от моего пути. Даже если вы столкнетесь с трудными временами или мирскими отвлечениями, вы должны быть благодарны за то, что у вас есть сейчас, и за благословение каждого дня. Я обещаю себе и своей семье быть настойчивыми и трудолюбивыми и использовать данные мне таланты. Будьте честны и добры, и увидите, что благодать приносит процветание вашей работе, бизнесу и начинаниям. Принять это обещание значит принять мое благословение. Я сдержу свое обещание благословить тебя как твоего отца. Я всем обязан своим любимым детям. Не уходи от меня и не бойся будущего, потому что я не оставлю тебя. Я буду любить тебя в каждом вызове, с которым ты сталкиваешься, и заставлю тебя преодолеть все препятствия. Оставайтесь сильными в своей вере, держитесь подальше от зла и сетей нечестивых. Не бойтесь трудностей, ибо я сотворю для вас чудеса. Твои прошлые ошибки не остановят мою огромную любовь и планы на тебя. Ничто не сможет остановить то, чего я хочу для твоей жизни. Я подниму ваши руки к небу, окружу вас благодатью и дам вам благословения, которых вы желаете. Сегодня я исполню ваше желание необыкновенным образом. Врата рая откроются и наполнят вашу жизнь благословениями. Дети мои, примите это обещание и исполните желание своего сердца, ибо я совершу великие и чудесные дела. Вы достигаете достижений, которые оставляют наследие будущим поколениям. Ваша жизнь изменится, вы ни в чем не будете нуждаться, и вам не придется нищенствовать, потому что благодаря мне вы добьетесь успеха во всех сферах. Найди Бога, мой внутренний покой в мире смятения. Ваша жизнь полна позитива и дает вам ресурсы для достижения ваших целей, надежд и мечтаний.
Вы начинаете дело, которое приносит пользу не только вашей собственной жизни, но и вашим близким, друзьям и коллегам. Моя милость и благодать всегда рядом, указывая путь к успеху и благословляя ваши достижения. Не подвергайте сомнению мое слово, примите его и поверьте полностью. Скоро ты увидишь, как все, что я говорю, сбывается. Мои обещания надежны и честны, и я всегда их выполняю, поэтому не бойтесь испытаний, которые преподносит вам жизнь. Будьте смелыми и сильными, потому что вы все принимаете все дары, которые я вам даю, без ограничений благодати в вашей жизни. Помните, что это благословение исходит не от ваших собственных усилий, а от великой веры и любви, которую я испытываю к вам. Прими это всем сердцем, как мою добрую и совершенную любовь к тебе. Оставайся сильным, зная, что я всегда рядом с тобой, даже в неопределенные и темные времена. Оставайтесь сильными и уверенными в себе, потому что мой свет всегда будет освещать ваш путь, мое присутствие будет направлять вас, и вы будете чувствовать мою любовь вокруг себя на каждом этапе пути. Вы увидите, как моя сила действует через вас и помогает вам преодолеть все трудности. Когда вы почувствуете себя подавленным, помните, что я буду держать вас за руку и дам вам силы продолжать идти вперед. Ваши действия оставляют наследие любви, доброты и решимости для тех, кто последует за вами. Не позволяйте вашей вере облегчать вас, ибо ваша награда велика в этой жизни и в следующей, и она показывает, как моя любовь превращает трудности в возможности, а неудачи в уроки. Каждый день – это возможность вдохновлять и направлять других на их духовном пути. Знай, что моя поддержка всегда с тобой, твердая и устойчивая, как скала. Верьте в мои обещания, и свидетельство будет жить благодаря вашей вере. Ваша вера может свернуть горы и привести вас к будущему, полному благих благословений. Так что идите вперед с верой, мужеством и убежденностью. Давайте помолимся сейчас. Боже, Отец мой Небесный, я прошу Тебя в этой молитве. Я знаю, что Ты все еще в Твоем присутствии, но я глубже погружаюсь в Твое присутствие, чувствую Твой покой, превосходящий всякое понимание, и чувствую полноту Твоей любви. Я показываю свою любовь, говоря Тебе сильные слова, и вот оно. Теперь сосредоточься на точном месте звука и держи его в своем сердце всю ночь. Поднимите голову и посмотрите на горизонт. Это далекое, чужое место станет свидетелем величия, которое приносит жизнь. Насколько могут видеть ваши глаза, я прикоснусь к вам, и Святой Дух будет познан через вас и вашу семью. Даже если вы не понимаете языка, на котором с вами разговаривают, начинается ментальный бунт. Надеюсь, поделитесь этим постом со своими близкими. Вы можете помочь распространить будущее счастье. Не нужно набирать кучу черлидеров, мой дорогой мальчик. Пусть тебе всегда будет повезло в жизни. Урок, которым я собираюсь с вами поделиться, самый полезный и мощный, который вы услышите за весь день. Примите истину в целом. Я хочу, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе была невероятной и безупречной с момента нашей первой встречи и до тех пор, пока мы не расстались. Я на твоей стороне. Дорогие люди, это очень много значит для меня, и я обещаю, что на многие ваши молитвы очень скоро будет получен ответ. В будущем нас ждет много хороших преимуществ. Тебе не нужно беспокоиться, ничего страшного не произойдет.
Ваше спасение и помощь приходят свыше, и ничто не может вас остановить. Вы можете столкнуться с трудностями и иметь много врагов, потому что в духовном мире есть силы, которые будут страстно и беспощадно сражаться с вами. Ангелы-хранители вокруг вас и Мое Величество защищают вас от опасности. Ваша настоящая битва происходит не с другими, поэтому не держите обид и недовольства. Вы сталкиваетесь с невидимыми врагами, атакующими из тени, хитрыми врагами, которые используют эмиссаров и слуг, чтобы заманить вас в ловушку в битвах, которые могут быть изнурительными. Чтобы бороться с этой злой духовной силой с помощью армии поклоняющихся и восхваляющих ангелов, начните каждый день преклонять колени в молитве, потому что мир приближается. Это важно – подготовиться морально. Расскажите своим близким и соберитесь дома, чтобы помолиться. Пусть Святой Дух направляет вас. Ваше сердце наполняется уверенностью, когда я дарую вам дар самообладания и преодоления страха. Не бойся и не бойся, враги могут быть хитрыми и нечестными, но они не всемогущи, вездесущи и не знают своих глубочайших намерений и мыслей. Они завидуют вашему успеху и следят за каждым вашим шагом. Когда этот враг нападает, многие люди съеживаются от страха, но они не помнят, что у них есть Бог, которому нет равных по силе и могуществу. Убедитесь, что вас защищает ваш могущественный Бог. Моя милость защищает тебя от вреда. Никто не может подать на вас в суд, и никакая сила не сможет вас победить. Я твой защитник и защитник, ты мой навсегда. Оставайтесь сильными перед лицом невзгод, береги свое сердце. Всегда следует помнить, что твой Отец Небесный сильнее твоих врагов. Хитрость и упорство означают, что Он никогда не выпустит вас из поля зрения, даже когда вы меньше всего этого ожидаете. Просите меня о помощи в молитве, когда вы задыхаетесь или теряете сознание, и я отвечу. Я даю тебе свою силу и защищаю тебя от опасности. Молитесь за своих детей и доверьте их мне, если вы беспокоитесь о них и их будущем. Теперь я обещаю обеспечить безопасность этих людей навсегда. Благодаря моей защите и любви им не грозит никакая опасность. Я ценю людей так же, как и вы. Не волнуйтесь, я даю тебе силы продолжать идти вперед, когда дела идут тяжело. Я приношу вам счастье и мир, чтобы вы могли без беспокойства наслаждаться моими благами. Несмотря на трудности, я твоя крепость и твой защитник. С тобой ничего не случится, потому что я защищу тебя. Чтобы любить и защищать своих близких, как настоящий отец, я прошу, чтобы я был включен в их сердце, потому что я всемогущий Бог. Я никогда не подводил тебя и никогда не подведу, независимо от того, что кто-то делает или говорит. Моя любовь к тебе никогда не закончится. Вы найдете удивительные вещи, вы начнете процветать, когда я открою дверь, которую вы считали закрытой. Тебе доверены мои обещания и мои заповеди. У меня есть для вас новые новости каждое утро, так что приходите и слушайте каждый день. Встаньте на колени и помолитесь, не забывайте всегда быть начеку, потому что ваш противник неумолим. Они попытаются уничтожить тебя и отвлечь, чтобы ты забыл данные мне обещания. Однако я объявляю вас победителем и бесстрашным, сильным и победоносным. Твоя преданность мне прекрасна и сильна, и твоя вера сильна.
Но я хочу, чтобы вы изменили свое мнение, враг побежден, и вы добились большего успеха, чем раньше. Вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку. Встаньте и заявите об этом. Я сражаюсь, как армия, за моего Отца на небесах. Его удивительная сила творила чудеса в моем сердце, пока я бесстрашно искал свою судьбу. Он благословляет меня и мою семью любовью, которая окружает меня. Я обещаю ответить на каждую вашу молитву. Я предпочитаю религию, которая проста, скромна и допускает личное благоразумие. Принесите свои планы рано утром и позвольте мне быть пастырем и привести вас к зеленым пастбищам, которые вы желаете, где ваша душа увидит преимущества, о которых я говорил вам в этом месте. Теперь я контролирую, а не твои чувства. Беспокойству здесь не место. Ваше сердце живет спокойно, и никакой тяжелый день или ужасные новости не смогут вас потревожить. В тот день, когда ты узнаешь меня лучше, когда ты найдешь любовь, которая прощает и принимает, как ты, я люблю тебя безоговорочно. Эта сладкая любовь изменит тебя. Ваш человек становится особенным, и вы не просыпаетесь, боясь того, что может случиться. Вы не слабы, ты сильный. Вы не трус, вы смелый и не рабы уныния, потому что я дал вам дух любви и энергии. Властям посылаются взлеты и падения опасных эмоций вместо тревоги и страха. Моя сила наполняет твою грудь, сегодня закончился. Вы получаете свободу и также знаете, кто вы на самом деле. Не волнуйтесь, не будь меланхоликом. Ваша помощь и облегчение придут с небес, когда они вам понадобятся и в нужное время. Вы увидите, что вера в меня принесет вам много чудесных благ и плодов. Вы вступаете в эпоху радости и гордости. Здравствуйте, сегодня я пришел сказать вам, что я с вами и что я забочусь о вас и ваших близких. Я приказал никому не мешать вашему приключению. Я знаю ваши проблемы и знаю ваше право, вы человек, а ваш враг амбициозен. Но еще более могущественным является любящий и верный Бог, живущий в вашем сердце. Подними это бремя сейчас же на мои ноги. Благодаря своему обещанию и энергии я могу превратить ваш страх в невероятное преимущество. Как я уже говорил ранее, помните. Может быть, я побуду с тобой какое-то время. Я не брошу тебя, ты должен быть сильным. Помни, что ты очень храбрый, используй все дары и оружие, которые я дал тебе, чтобы завоевать окрестные земли. Вы преодолеете трудности, с которыми столкнетесь, уничтожите возникающие препятствия и прогоните возможности из своего дома. Выполняя мое обещание и желание очистить свой дом и душу от греха и тьмы, прислушайся к моим словам, потому что я всегда буду вести и любить тебя. Встань, любовь моя, и скажи слова мои с верой. Разорвите цепи, связывающие людей, которых вы любите. Ваша вера дает вам силы противостоять невидимым духовным силам, которые остаются в тени. Господь, мы понимаем времена, когда мы потеряны, отвлекаясь на мирские заботы, окружающие нас искушения и повседневные трудности. Я прошу прощения за свою ошибку и прошу вашей милости вернуть нас к вашим мыслям. Иногда мы чувствуем себя потерянными во тьме неуверенности и отчаяния, борясь с тенью сомнения и одиночества. Но я верю в твои обещания, что ты не оставишь меня.
Сегодня мы смиренно и почтительно стоим перед Богом и ищем Его присутствие. Пусть Святой Дух окружит нас и позволит нам чувствовать близость и силу в каждом вздохе, в каждом произнесенном слове. Откройте наше сердце и умы, чтобы принять Твою волю, чтобы наша жизнь могла отражать Твою славу и чтобы мы могли быть каналами Твоей любви в этом мире. Пусть Ваше присутствие будет в нашей жизни и даст нам возможность жить по Вашему плану. Пусть мы испытаем Твой мир, превосходящий понимание, и Твою радость, которая наполняет наше сердце при любых обстоятельствах. Я надеюсь, что мы всегда будем искать Тебя постоянно и усердно, и надеюсь, что мы не перестанем приходить к Тебе. Пусть мы будем знать Твое присутствие вокруг нас каждый новый день и вдохновлять нас жить в вере, надежде и любви во имя Иисуса Христа. Спасибо, что пошли с нами в это духовное путешествие. Если этот пост тронул ваше сердце, подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше вдохновляющего контента. Не забудьте поставить лайк, потому что ваше взаимодействие поможет нам привлечь больше людей этим светом. Поделитесь этим видео с людьми, которых вы любите, и создайте сообщество любви и сострадания. И не уходите, нажмите здесь, чтобы увидеть еще одно видео, созданное с любовью для вас. Спасибо за то, что вы были частью этого путешествия. Пусть мир всегда будет с вами.